Доброе утро, дорогие первоклассники! Пора на уроки. Сегодня урок литературного чтения проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами работает переводчик русского жестового языка Гульнара Ульфатовна. Открывайте поскорее учебники чтения, мы начинаем. Сегодняшний урок я предлагаю начать со стихотворения Михаила Плецковского. С автором-песенником мы вчера уже знакомились. Тот, кто знает эту песенку, может напевать. Ну а тот, кто пока не знает, давайте почитаем. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Мы поссоримся и помиримся. Не разлить водой, шутят все вокруг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. Друг всегда меня сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Наверняка, ребята, у вас уже есть друзья. У кого-то их много, у кого-то пока не очень. Но нам всем нравится дружить, потому что дружба помогает сделать жизнь более яркой и насыщенной. Ребят, давайте обратимся к толковому словарю и узнаем лексическое значение слова «друг». Друг – это человек, связанный с кем-то близкими хорошими отношениями, взаимной симпатией, основанной на взаимопонимании. Берегите друзей. Как вы уже догадались, сегодня мы будем рассуждать на тему дружбы. И предлагаю познакомиться с произведением Михаила Плецковского «Сердитый дог Буль». Посмотрите иллюстрацию. Вот они, герои нашего произведения. Начинаем читать. Сердитый дог Буль. Дог Буль всегда рычал. Кого не увидит, сразу свои зубы скалит и глаза таращит. Это значит, чтобы его все боялись. Подзывает он как-то к себе утенка Крячика. «Иди сюда». «А не укусишь?» – спросил утенок. «Очень мне надо тебя кусать». Остановился утенок возле Буля, а тот и спрашивает. «У тебя много друзей?» «Много. Вот, считай. Цыпленок Фью, корова Муренка, козленок Мармеладик, поросё...» «Хватит», – перебил дог Буль. «Ты скажи мне лучше, почему это так получается? У тебя, такого крошечного и слабенького, столько друзей, а у меня, такого большого, храброго и сильного, нет ни одного». «Вот еще!» – замахал крылышками утенок. «Кто же согласится дружить с таким злым и вредным псом? Вот если ты прекратишь на всех бросаться, лаять и пугать, тогда другое дело». Вам понравилась сказка? Давайте уточним значение некоторых слов. Сердитый – склонный сердиться, раздражительный. Вредный – причиняющий вред, опасный. Вы прослушали сказку, а может быть, кто-то вместе со мной уже успел и прочитать. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Назовите героев. Верно. Дог Буль и утенок Крячик. Как дог Буль показывал свою силу?
Найдите слова в тексте. Давайте прочитаем вместе. Дог-буль всегда рычал. Кого не увидит, сразу свои зубы скалит и глаза таращит. Это значит, чтобы его все боялись. О чем спросил дог утенка? Дог-буль очень интересовался, почему у утенка, такого маленького и слабенького, так много друзей, в отличие от дога, большого, сильного и еще и сердитого. Давайте вспомним, сколько друзей успел перечислить утенок. Найдите в тексте это предложение. Вот считай. Цыпленок Фью, корова Муренка, козленок Мармеладик, поросенок. Я думаю, что утенок перечислил еще бы несколько своих друзей, но дог-буль его остановил. Прочтите, над чем задумался дог-буль. Ты скажи мне лучше, почему это так получается? У тебя, такого крошечного и слабенького, столько друзей, а у меня, такого большого, храброго и сильного, нет ни одного. Какой совет догу дал утенок? Давайте прочитаем. Кто же согласится дружить с таким злым и вредным псом? Вот если ты прекратишь на всех бросаться, лаять и пугать, тогда другое дело. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Я вам буду задавать вопросы, а вы попробуйте на них отвечать. Дог-буль – это щенок или взрослая собака? Конечно, это взрослая собака. Знаете ли вы, что дог, немецкая порода собак, может достигать в холке 1 метра? Порода действительно крупная. Посмотрите на утенка. Хочу заметить, что это не утка, это только утенок. Маленький, слабенький. Как же так получилось, что взрослый пес обращается за помощью, за советом, за разъяснением к утенку? Несмотря на то, что утенок совсем еще юный, у него уже много друзей. Он знает, что весь секрет в доброте и в отношении к окружающим. Попробуйте предположить, почему дог-буль был сердитым. Был ли он действительно злым или только хотел таковым казаться? Вот видите, сколько вопросов можно задать к этой сказке.
А теперь я предлагаю вам увлекательное занятие. Мы будем читать отрывки из этой сказки, и к каждому отрывку я попрошу вас придумать свое название. Давайте вместе будем читать. Дог Буль всегда рычал. Кого не увидит, сразу свои зубы скалит и глаза таращит. Это значит, чтобы его все боялись. Подзывает он как-то к себе утенка Крячика. «Иди сюда, а не укусишь?» – спросил утенок. «Очень мне надо тебя кусать». Остановился утенок возле Буля, а тот и спрашивает. Итак, попробуйте придумать название к этой части. Я предлагаю вот такое название. Все боятся дога Буля. Обратите внимание, что утенок сначала тоже не был уверен, что должен подойти. Читаем вторую часть. Подзывает он как-то к себе утенка Крячика. «Иди сюда. А не укусишь?» – спросил утенок. «Очень мне надо тебя кусать». Остановился утенок возле Буля, а тот и спрашивает. «У тебя много друзей?» «Много. Вот, считай. Цыпленок Фью, корова Муренка, козленок Мармеладик, поросё...» «Хватит», – перебил дог Буль. «Ты скажи мне лучше, почему это так получается? У тебя, такого крошечного и слабенького, столько друзей, а у меня, такого большого, храброго и сильного, нет». Придумайте название к этой части. Я предполагаю, что многие из вас назвали эту часть именно так. Читаем дальше. «Вот еще!» – замахал крылышками утенок. «Кто же согласится дружить с таким злым и вредным псом? Вот если ты прекратишь на всех бросаться, лаять и пугать, тогда другое дело». Как называем эту часть? Важный совет утенка. Ну что ж, друзья, у нас с вами составился план. По этому плану будет удобно подготовить пересказ. Я даю вам несколько минут. Перескажите эту сказку.
Итак, герои сказки Михаила Плетьковского «Дог Буль» и «Утенок Крячик». Подумайте и скажите, пожалуйста, какой урок преподнес взрослому догу Булю маленький утенок Крячик? Он открыл секрет дружбы. А я хочу вам открыть еще один секрет. Кто сделал добро другому, и сам становится добрее. Чего не хватало Булю? Ему очень хотелось дружбы. Он очень хотел найти себе друзей. Хочу обратить внимание на то, что Буль большой молодец. Он обратился за помощью и нашел ответ на свой вопрос. Друзья мои, если у вас тоже есть какие-либо вопросы, и вы хотите что-то поменять в своей жизни, обратитесь за помощью к вашим родителям. Они знают, как вам помочь. А закончить сегодняшний урок мне хочется известной фразой: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Извлекли ли вы урок из этой сказки? Умеете ли вы дружить? Будьте верными друзьями. Умейте ценить дружбу. Урок закончен. Предлагаю вам отправиться на перемену.